Вы смотрите «Вести Тимана Сосногорск». В студии Влада Гришаева. Здравствуйте. В нашем городе впервые пройдет акция по раздельному сбору отходов «Зеленая суббота». Об этом через несколько секунд, а пока о главных новостях выпуска. Весенняя уборка. Как проходят субботники на территории нашего города и района. С пользой для бизнеса. Предпринимателям Сосногорска рассказали об изменениях в законодательстве. «Знай наших». Сосногорские спортсмены взяли награды республиканской спартакиады среди инвалидов. 26 мая жители Сосногорска смогут принять участие в экологической акции по раздельному сбору отходов «Зеленая суббота», которая пройдет под лозунгом «Разделяй и сохраняй». Организатором акции выступает группа «Экотайм». В Сосногорске к ней присоединился региональный оператор по обращению с ТКО «Ухта-Жилфонд». Как считают организаторы, подобные мероприятия помогают развитию экологического воспитания населения, в первую очередь объясняя, чем полезен раздельный сбор отходов. У нас будет проходить акция по раздельному сбору мусора. Акция будет называться «Зеленая суббота». Она уже успешно прошла у нас в Ухте, в Сыктывкаре. Сейчас региональный оператор по обращению с ТКО «Ухта-Жилфонд» будет ее проводить в городе Сосногорске. Правда, у нас она пройдет не в субботу, а в воскресенье. Акция будет проходить на площади Гагарина с 11 часов до часу. Будем собирать макулатуру, использованные батарейки, пластик. Так что приглашаем вас на акцию поучаствовать по сбору раздельного мусора. С 1 по 31 мая в нашем муниципалитете объявлен общерайонный субботник по санитарной уборке территорий, о чем имеется официальное постановление администрации. Как идет этот процесс и все ли к нему подключились, выясняла наша съемочная группа. Весна в этом году началась поздно, но весьма активно. Снег под воздействием непривычно высокой для этого времени года температуры сошел быстро, обнажив все прелести зимней жизнедеятельности горожан. Однако за последние 2 недели город заметно преобразился. С каждым днем мусора на улицах становится все меньше. На субботники выходят как предприятиями, так и целыми дворами. Достаточно активно проводится работа по сбору и уборке территорий и сбору мусора. Жители района, города самостоятельно проводят уборку территорий, в частности, жители дома 25 по улице Ленина в городе Сосногорске, жители поселков Керки, Верхнеижемский, Поляна самостоятельно проводят уборки как придомовой территории, так и территории поселков. В подтверждении субботник в Усть-Ухте. И взрослые, и дети вышли, чтобы навести порядок на улицах села. Они уверены, что такие мероприятия необходимы. Конечно, нужны, потому что возле домов-то хоть люди убираются, там возле своего там участочка, там все. Вот мы, работники, возле своей работы убираемся. А вот такие вот, конечно, захламлены, чтобы собрать людей, очень проблематично. Вот. Есть, конечно, добровольцы, которые помогают, но, конечно же, хотелось бы, чтобы их было больше. К таким мероприятиям, считают сельчане, обязательно нужно привлекать и подрастающее поколение. У нас и обширные бывают субботники, вот такие, как и на стеле, памятник партизанам, то есть и на такие участки. Конечно, если мы детей не будем приучать, так они в будущем не будут этого делать. А так мы сами примеры детям своим. Однако не все также сознательно относятся к тем территориям, на которых живут. Печально известный Сосногорский дом номер 7 на 40 лет Коми вновь попал в список аутсайдеров. Придомовая территория данного дома сильно захламлена. Несмотря на наличие контейнерной площадки, жильцы предпочитают сбрасывать мусор прямо во дворе. Жители данного дома, дома номер 7 по улице 40 лет Коми 7 в городе Сосногорске, проинформированы о необходимости проведения уборки придомовой территории в рамках проведения общерайонного субботника, о чем вывешены объявления на подъездах дома, где также указана информация, что они могут обратиться в управление жилищно-коммунального хозяйства за инвентарем для сбора мусора, для уборки территорий, а также за мешками для сбора мусора. Однако заявок в УЖКХ до настоящего времени не поступало. В целом же весенняя уборка идет активно. Как отмечают в управлении ЖКХ, все больше жителей проявляют инициативу и проводят субботники на никому не принадлежащих территориях, чтобы они не портили общий вид улиц. Кстати, обратиться за инвентарем в таком случае в отдел муниципального контроля может любой желающий. А собранный в мешке мусор достаточно выставить поближе к дороге. Его вывоз производится специализированной техникой Ухта-Жилфонд регулярно.
На сегодняшний день уже вывезено около 70 кубов зимнего хлама. Елена Двожик, Евгений Юрин, Вести Тимана, Сосногорск. С 29 апреля на территории Республики Коми действует пожароопасный сезон. В это время резко возрастает вероятность лесного пожара. Одной из причин возгорания может стать пал травы. Многие считают, что прошлогоднюю траву необходимо сжечь, чтобы помочь свежей поросли. Однако специалисты утверждают, что это мнение ошибочно. Наоборот, огонь и дым уничтожают насекомых и полезные микроорганизмы в почве. Также поджог травы угрожает не только лесу, но и дачным участкам, частным сельским усадьбам, пригородным и поселковым деревянным строениям, трубопроводам. На сегодняшний день по Сосногорскому району устойчива сухая погода. Во избежание пала сухой травы Управление по делам ГО и ЧС рекомендует не сжигать мусор, сухую траву на придомовых территориях, на дачных участках. На территории Республики Коми с 29 апреля 2019 года введен пожароопасный сезон. Причиной пожара может стать не только умысел, но банальная неосторожность, детская шалость или окурок. Особенно осторожными нужно быть родителям. От малышей необходимо спрятать спички, зажигалки и другие предметы, способные вызвать огонь. Полезно будет обучить детей правилам пожарной безопасности. Если вы сами обнаружили пал травы, немедленно сообщите об этом по телефонам 01 или 112. На этой неделе в актовом зале районной администрации собрались предприниматели Сосногорского района. Поводов сразу несколько. Какие, узнала Елена Двожик. Встреча началась с приятного момента. Заместитель руководителя администрации Наталья Кирсанова поблагодарила предпринимателей, оказавших помощь в организации и проведении мероприятий, посвященных Дню Победы. А председатель районного союза предпринимателей Михаил Сосин отметил, что количество желающих участвовать в социальных акциях с каждым годом растет. Затем местному бизнес-сообществу была представлена информация о начале реализации национального проекта по поддержке предпринимательства и предпринимательской инициативы. Его цель – обеспечение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовой поддержке. Соответствующие постановления были приняты на уровне регионального правительства, а также заключено соглашение между администрацией района и Министерством экономики. Основными мероприятиями реализации национального проекта являются информирование предпринимателей о кредитно-гарантийной поддержке, проведение обучений для предпринимателей, как для самих предпринимателей, так и для граждан, желающих открыть свое дело, оказание финансовой и имущественной поддержки. Главным критерием успешной реализации нацпроекта, по словам Светланы Рубцовой, должно стать увеличение количества предпринимательского сообщества на территории муниципалитета. Представители налоговой службы провели для собравшихся семинар на тему изменений в законодательстве по контрольно-кассовому обслуживанию. Предприниматели получили исчерпывающие ответы на вопросы об онлайн-кассах. Кто их должен использовать в обязательном порядке, а у кого такой необходимости нет, а также как выбрать подходящее устройство для определенного вида бизнеса. Елена Двожик, Евгений Юрин, Вести Тимана, Сосногорск. Детский сад деревни Пожня заиграл яркими красками. Новые костюмы для театральных постановок и творческих выступлений появились у воспитанников благодаря победе в конкурсе социальных проектов «Лукойл Коми». Мы выиграли 100 тысяч. И на 100 тысяч у нас были приобретены костюмы, которые мы заказывали в нашей ремесленной мастерской Республики Коми. Очень хорошие, качественные костюмы. Для чего? Мы проводим семейный клуб выходного дня в нашем парке «Сказка». Привлекаем детей, сохраняем традиции коми-народа, сохраняем культуру коми-народа. И на эти деньги были заказаны вот эти хорошие, красивые костюмы. Этнопарк «Сказка», оформленный в национальном стиле, заставляет детей и их родителей погрузиться в настоящую коми-сказку. И такие важные атрибуты, как фольклорные костюмы и музыкальные инструменты, стали для ребят неотъемлемой частью сказочного действа. Также благодаря реализации проекта у детей появилась возможность показывать творческие номера не только в деревне Пожня, но и выезжать с постановками в город, а также принимать участие в муниципальных конкурсах. Сейчас у ребят из детского сада Пожни уже начались репетиции к предстоящим концертам и праздникам. Они вместе с воспитателями учат новые песни и танцы, играют на новых инструментах. Так что можно быть уверенными, что в скором времени юные артисты порадуют всех новыми постановками.
8 медалей различного достоинства привезли члены клуба здоровья с республиканской спартакиады. Она прошла в столице Коми на минувшей неделе. Среди участников спортсмены с инвалидностью первой и второй группы. О том, как показали себя сосногорцы, в нашем материале. Со всех городов, со всех районов республики людей, спортсменов много, конкуренция большая. Ну, в общем, интересно. Каждый год ездим с интересом. Михаил Хозяинов уже не первый год участвует в подобных соревнованиях. Сегодня он играет в Новус, а буквально пару дней назад на спортивном празднике прыгал в длину и бежал короткую дистанцию. Причем так, что взял золото и серебро. Прилив сил на будущее, что-то, надежду какую-то, все. Спортивный праздник для инвалидов собрал около 300 участников. Всего 6 дисциплин, и практически в каждой приняли участие наши спортсмены. И взяли 6 золотых, 1 бронзовую и 1 серебряную медаль. Если будут ребята, кто, команду, конечно, надо, да. Нас мало людей. Там команды приезжают с республик по 20, по 30 человек. Там, конечно, они много призовых мест берут. А у нас только вот сейчас ездили 4. В ближайшее время члены клуба здоровья хотят сформировать волейбольную команду, чтобы уже на следующий год принять участие и в этом виде спорта. А уже летом спортсмены продолжат подготовку. По вторникам в Сосногорском ФОКе будут проходить занятия по игре «Новус», по четвергам на стадионе «Гладиатор» в Боче. Начало с 10 часов утра. Андрей Калиничев, Евгений Юрин, Вести Тимана, Сосногорск. В завершении выпуска о погоде. Вторая половина недели отметится похолоданием. В четверг на территорию республики придет арктический воздух. В ночные часы ожидается около 0 градусов. Дневная температура не превысит плюс 10. В ближайшие пару дней в Сосногорске ожидаются слабые дожди и плюс 6, плюс 8. Уже в эту пятницу в городском доме культуры «Горизонт» пройдет встреча представителя регоператора капремонта, а также начальника отдела назначения пособий и компенсаций Центра соцзащиты с населением Сосногорского района. Тема встречи – вопросы функционирования системы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах. Начало в 18 часов. А на сегодня это вся информация. Новая уже в следующих выпусках нашей программы. А я с вами прощаюсь. Всего доброго и до свидания.